Привет, друзья! Привет, привет, Федор! Сегодня очередной день нашего стрима, очередной пикет одиночный. Снова у нас Дабан с плакатом. Дед Мороз, говорю, что с Кириллом остался. Сейчас вы видите, я носом камеру. Вот, все. Камеру включили. Бан стоит. Сегодня провокации не будем делать. Привет. Да, Серега там. Сегодня, говорит, провокации не будем делать. Людмила, спасибо, то, что следите за нашими трансляциями. Я всех абсолютно уважаю и люблю. Мне каждый друг дорог подписчик, даже если гриб. Да, Ворон это отдельная история. Да хотя какая отдельная? Это вся наша история. Честно, Естественно, скажу. очень много по поводу этого. Никак То, что не Ворон приехал, как бы у людей пускаются руки на все. Сегодня Дед Мороз сказал, что уходит из отряда, потому что приехал Ворон. Он не хочет иметь с ним дело вообще. Вчера тоже заблокировали карты последние. То, что было. Сначала пенсионную карту у Деда Мороза заблокировали. Потом еще одну. И вот он сейчас поехал в банк уничтожать эту карту. Да мы бы рады, но дело в том, что он очень близок, как-то забрался в душу шаману. Ну, те первые дни, когда он с ним шел, шаман очень преданный человек, да, и как бы они почти поклялись у них вместе до Москвы. Что за пикет? Ну, у Ворона, я думаю, свои планы. Все это. Есть такие мысли, что он не так прост. Ворон не так прост, как может показаться. Просто это невозможно сказать, объяснить шаману, потому что все, кто говорят против Ворона что-то шаману, он считает, что это провокаторы, все комментарии, которые пишут там кремлеботы негативные насчет Ворона. Ну, то есть Ворона он настроил таким образом. Шаман очень добрый и где-то наивный человек, хотя у него большая миссия, и мы все его любим и уважаем, как бы там ни было. Но в то же время Ворон, я думаю, сильно им манипулирует. Он побоялся приехать один, конечно. Приехал с Борисом, с котом, с Лехой. Ну, я не думаю, что они будут там противостоять где-то там сильно так. Если мы будем отрядом как-то опирать. Но в то же время нам понятна реакция будет Александра. То есть известна эта реакция. Это очень грустно, конечно, не хотелось бы, что благое дело это, чтобы оно просто так из-за какого-то одного человека Я бы развалилось. сказал, но нас будут тут прессовать так же, как и тебя. Сначала 300 тысяч, ой, сначала 50 тысяч, потом 300 тысяч.
Мы все равно продолжаем свое дело. Стоим на пикете, как бы там не было. Завтра будет митинг. Конечно, уже нету того запала у дедушки. А кот любит поиграть, наверное, да, на пианино. Ну, такой жаргон у него. Он говорит, что не отбывал, просто, ну, вот такой вот его жаргон есть. Вот какие-то люди подошли. Здравствуйте, Все счета заблокировали. Я и деньги снять сейчас не могу. Силы с 14. А? Силы и подписка с 14. Да? То есть, ну, как-то оказывает давление. Стоит только в камере появиться у Александра Габышева. Вот, все начинается давление. А? Без объяснения причин. На горячей линии Сбербанка не объяснили Это даже. Сбербанк, да? Сбербанк сам ходил, на меня так смотрели, как на какого-то экстремиста. Да, Амиль, ты Потребовал прав. объяснения. Суд-то будет, да? Суд пока не знаю. Скорее всего будет. Но было ходатайство о незаконности. Я, документы же запросил у адвоката, который занимается этим делом. Переправил к другим адвокатам. Сказали, там очень много ошибок в этом уголовном деле. Очень много ошибок. Как Что, суд уголовное закрывает- дело завели, да? Уголовное дело уже заведено. Я даже могу вам показать бумаги эти все. Что на него заведено уголовное дело. Там много очень ошибок сделано. Очень много. Как суд на эти ошибки глаза закрывает, я понять не могу. Да, Скорее при всего- справедливом суде любой адвокат Любой более-менее адвокат. Вот у меня 5 может его адвокатов развалить, своих. это все дело. Вот я этим всем 5 адвокатам скинул, имена не буду называть. Да, как их могут лишить лицензии. Вот, они все до одного сказали, что там в этом уголовном деле очень много ошибок. Как на них закрывают глаза? Ну это ясно, почему они закрывают на глаза. Это же все как белый день ясно. Дело вот А такое. ваш 200. отряд сейчас здесь поддержку вот этого шамана, да? Да, да. Да? И получается 26-го в 2 часа будет митинг. Здесь, да? Не здесь. Гагарина. Это Портостой. А, где подпускают? Это когда послезавтра, завтра, да? Да, Завтра будет завтра. До 4. Митинг до 4. официально согласованный, Официально. документы все получены. Каждый может прийти и сказать свое слово. Согласен? Ясно. Это свобода. Она, конечно, может В отрыгнуться, смысле, это это свобода как слова. бы справедливой суда, да, или что хотите? Ну, справедливого суда, да, нет карательной медицине. То есть вот она здесь, в Якутии опять возрождается, так скажем, как она была при СССР. Хотя СССР мало можно в чем винить, конечно. А может быть и много в чем можно винить. Но в то же время все равно была какая-то более свобода. Но в то же время вот карательная медицина присутствовала. То есть сейчас она снова возрождается как бы здесь. Хотя, может, она никуда не исчезала. Вот сейчас просто выдался опять такой шанс с помощью медицины упрятать человека за решетку. Ладно. Сейчас, прикиньте, если меня за песню. Привет, Мила. Доброго утра. Урой Айхал. Здравствуйте, Клара. Прямой трансляции готовился. Да? Да, самая главная идея. Вот это нас и держит. Вероятно, такой план был. Он очень такой, Я наша. даже может быть сильнее, чем штраф.
некие органы, которые работают с вороном, пытаются таким способом дискредитировать отряд, то есть морально выбить из колеи. И это где-то даже удается. То есть финит а-ля коменди, как они хотят сказать, может быть, что план удался. Они же планируют это все даже не то, чтобы на месяца, на годы могут планировать какие-то свои действия. И они знают, как могут вести себя люди, как на них можно воздействовать, какими способами. И Ворон, я думаю, тут сыграл такой ключевой момент в этом моменте. То есть в этом событии вообще. Ворона надо мочить. Напишите это ему в личку. Мы понимаем, что очень много негативных комментариев, и что это с приездом Ворона очень много людей отворачивается от шамана. Мы тоже не хотим этого допустить. И опять же, очень мы в трудном положении, в трудной ситуации. Просто чтобы взять и вот так вывести из игры Ворона. Потому что, ну тогда по-любому шамана будут брать всеми способами. Будут садить в психушку, в тюрьму. Думаю, с Вороном он как бы в той или иной степени безопасности находится, потому что все это так работает, к сожалению. Да, Христос тоже не отвергал Иуду. И, возможно, сценарий повторяется, что он в один прекрасный момент его предаст, этот Иуда. Рой Хал. Привет, привет. Я думаю, что можно повлиять, но как тогда это тоже может в своей степени разрушить наш отряд. Опять же, то есть может шаман перестать с нами контактировать, потому что изгнали его друга, так скажем. То есть никто его не принимает. Он как бы хочет, вы знаете, как родивые родители, которые хотят все, чтобы были под одной крышей в одном доме, хотят, чтобы жили в мире и согласии, но, как говорят, в семье не без урода. И это очень редко бывает так, чтобы все дети жили в дружбе и согласии под одной крышей. То есть это как бы желание родителей, конечно, чтобы так было, но в то же время все это очень сложно. Потому что у каждого человека свой характер, свои какие-то предпочтения, свое мировоззрение, свой уровень интеллекта. И это разные уровни, так скажем, общения, которые люди более интеллектуальные, они не могут опуститься до того уровня интеллекта, которым обладают некоторые другие. И здесь очень трудно зайти за взаимопонимание какое-то. Да, отставить уныние. Все верно, Александр. Как бы там ни было, 20-й год, 21-й, все покажет, все расставит на свои места. И в 21-м году все изменится, все будет хорошо. Какими бы там путями не давили бы людей, пусть нас там всех пересажают, перестреляют, но просто то событие, которое идет, оно все равно будет, как бы там ни было. То
есть здесь не только задействованы какие-то земные силы, но и небесные. Все просто не просто так в этом мире. Да и смерти боятся. Нам специально внушили этот страх смерти. Вообще смерть это просто смена мерности. Для человека смерть, конечно, стоит на первом плане. Страх смерти. Страх смерти от голода. От того, что окажутся люди на улице, что их выгонят с работы. На втором месте стоит страх публичного выступления. Это можно все себе преодолеть, если шагнуть навстречу этому страху. Сегодня нас ограничили вот в таком вот мероприятии, как вот только одиночный пикет, где человек должен стоять, не выкрикивать никаких лозунгов, просто стоять. И даже ходить ему туда-сюда запрещено. Вчера подошла одна женщина из органов и предупредила Петра, что типа он туда-сюда ходил, размахивал руками, там что-то рассказывал. Я не понимаю на якутском языке, что он там говорил. Ну вот она его предупредила. Я подошел к ней рядом, сказал: говорю, скоро нам оденут кандалы. И она убежала. Она испугалась публичности, но хотя у меня в этот момент был телефон выключен, она отвернулась и убежала просто. То есть у меня уже села батарейка в этот момент. Вот так вот. То есть они не хотят тоже, конечно, они понимают, что этот режим трещит по швам и боятся где-то засветиться, но они как цепные псы просто выполняют команду ФАС. Ну, стоим здесь, потому что, ну, как-то площадь Ленина, он как бы, ну, то есть, как бы значение какое-то имеет, вот это вот именно площадь. И Дед Мороз его выбрал, и как-то не стали это оспаривать. Здесь тоже очень, все равно, как бы там не было, сколько бы тут людей не проходило, все равно мы же освещаем это через эфир. Вот, предупреждают водителей соблюдать право дорожного движения. ДПС, экипаж ДПС. Дима пипец, не знаю, не слежу за ним. Да, символично, что мы стоим на этой площади. А Дед Мороз дома. Он как бы в таких расстроенных чувствах. Он вышел из отряда, но пока не собирается откуда уезжать. Здесь там заблокировали карты все Дед Мороза, заблокировали карту у Сереги Тихого. То есть всячески нам пытаются показать, что типа, ребята, мы вам предупреждение вот выписали такое негласное, типа сваливайте отсюда, мы вас задавим. И вот зависит от людей, те, которые вообще довольны ли они жизнью, то есть хотят ли они как-то отстаивать свои права, готовы ли они поддержать нас, вот просто мы вот стоим такие, как говорят некоторые, не буду говорить как, они говорят, там, ну комментарии есть, но есть, конечно, такие кремлеботы, которые так говорят, типа идиотов, блин. Стоят вдвоем, типа, хотят, революционеры хреновы. Ну, что ж делаешь? Ну, вот такие, мы так вот стоим. Может быть, да, идиоты. Но ведь большинство людей, оно всегда было аморфной массой. И всегда
творили историю какие-то единицы. Кто-то взял на себе смелость и пошел вперед. Сначала с такими людьми смеются, потом присматриваются, а потом идут за ними. И каждому этапу свое время. Ну, там Ворон там вчера писал, там стрим записывал где-то с шаманом, писал там бабосики, говорит, кидайте бабосики, там карту я привязал. Он уже как бы уже не стыдится даже этого. Нам вот, допустим, мне вот лично стыдно просить у кого-то денег. А для него это уже в порядке вещей, как бы там ни было. Он считает себя таким революционером, героем, может быть, которого должны все поддерживать во всем. Вот в этом задача, видимо, Лили, что провоцировать людей, чтобы вот развалить это движение. Сейчас вот представьте такую картину, мы все разъедемся, и он останется вдвоем в домике с шаманом, и они будут преспокойненько там находиться в безопасности, то есть он будет докладывать тем, кому нужно, вообще, что все хорошо. Ну и шамана в то же время поставят в покое. Ну вот такая ситуация, я так ее вижу. У нас сейчас времени, я сейчас точно скажу, у нас Да, Раста. 12 часов 22 минуты в Москве, я не знаю сколько времени. И это пока на данный момент устраивает и шамана, и Ворона. Потому что кто же ему еще задонатить денежек без шамана? Ну, есть, конечно, у него там свои, как бы, приверженцы, которые ему помогают где-то, с которыми может он там разговаривать вот так вот на своем быдляцком языке. Вот, да, в Москве еще. Прохладненько так-то. Нет, на деда не было давления никакого, просто он не хочет иметь дело с такой вот крысой. Вот, спрашивайте у него. Что у меня спросить? Дед пускай не грустит. Дед пусть не грустит. Нет, Из Японии. Япония, привет. Игорь тебе тут привет передает. Спасибо. У тебя 54 подписчика. Так, что тут у меня тут не показывает. У меня 55. То есть что, мысли на канале сейчас, у тебя сколько там? У меня 96 человек смотрят. Видишь, ты хорошо, как молодец, работаешь. Да, работаю. Ну, это, видимо, задача Ворона такая. Я не знаю. Может, где-то я ошибаюсь. Может, что-то не понимаю. Ну, не может же вот очень большинство людей не понимать. То есть мы находиться как-то в том, что у нас какое-то ложное представление обо всей ситуации. Вот у меня тоже вот знак. Тут, наверное, он наоборот показывает. Шаг у меня тут написано. Он не ушел, пока он здесь, мы вместе все в одном доме живем, но моральное, как скажем, уже состояние подорвано. Разберемся, Егор Васильевич. Как? Сейчас я отключусь. Доброго дня, Литов. На канал Игоря. Канал называется «Нам с шаманом по пути». Подписывайтесь на него, бесплатная реклама.
А Тихий приехал. Нет, у Тихого нету связи с органами. Он обычный трудяга тоже. За свои деньги приехал к шаману поддержать его, осветить события все. Канал Игоря, нам шамана Бухти, смотрите его прямую трансляцию, я пойду погреюсь. Спасибо вам. Иисус Христос, привет. Сам Иисус Христос мне написал. Это здорово. Да, все будет норм. Скорее всего, так и есть, что много чего знает Ворон. Привет, Надежда, привет. Ну, видимо, шаман другого мнения, что только Ворон может привлечь какой-то финансовый поток в сторону отряда. Хотя он сам уже сегодня сказал дедушке, что типа, ну, когда Дед Мороз сказал шаману, они сегодня созванивались, сказал, что я, говорит, ухожу из отряда. Ну и шаман ему говорит, да, говорит, у нас сейчас вот такое вот положение, что очень трудно зимовать будет, денег не хватает, то да, наверное, говорит, дед, давай, говорит, возвращайся назад, и мы там потом, ну, мы на связи, там все будет нормально. Спасибо, все обо всем, спасибо. Привет, Захаров, Петр. Привет, Андрей. Привет, Толик. Шаман Ворон. Привет из Австрии. Просто, знаете, можно, конечно, игнорить Ворона. Дело в том, что он там нашептывает Ворон, то есть шаману свои мыслишки такие, подбивает его, видимо, что все вокруг враги, а только он один такой преданный и честный. Да, у всех карточки заблокировали. Нет, дедушку не изгнали, он сам решил не связываться, не подходить к Ворону, потому что, говорит, я за себя не ручаюсь. Привет, Роли. Он неведомый, он просто... У него большая миссия, ну не все же мы идеальны. Но он где-то может наивный быть, понимаете? Он привязан к нему как к сыну, к Ворону, и он все вот эти доводы, какие бы там ни были со стороны других людей, он может их расценивать как то, что хотят просто, ну, Ворона как-то оклеветать. Вот. Что все против него, значит, они идут верным путем. Есть же такие мысли у людей, что если у вас мир против, там, значит, там кремлеботы там и так далее. Ну, он так внушает еще шаману, что там кремлеботы одни. И шаман этому верит. Да, вот не хотелось бы одним с Вороном оставлять, потому что это конец всему. Это будет вот так же, как Иуда предал Иисуса. Он сделал свое дело, а потом бросит его на амбразуру. Мне так кажется. Какие мысли?
вот как бы не было, это бы поздно, что когда шаман все поймет. Просто я еще раз объясняю, что почему шаман так привязан к ворону. Когда шаман шел один, ворон был рядом. То есть он был уже отчаялся, уже был. Он прошел почти 2000 километров, а даже может больше. И к нему никто не присоединялся. То есть он чувствовал одиночество вот это. И тут прилетела вот эта птица, вот это пернатое существо, которое проникло в душу шаману и стало с ним рядом. То есть это все понимают, что это какое хитрое это существо. И даже шаман это понимает, что он из себя представляет, ворон. Но он привязался к нему как к сыну, вот такому непутевому, нерадивому сыну. И как вот с этим быть? Никакой родитель, в принципе, не откажется. Если бы у шамана был бы кто-нибудь из детей, то, возможно, бы не было бы такого трепетного отношения. Да ничего еще не испорчено. Мы же люди же все знают, что такое, и никто не помешает нам объединяться и действовать. То есть какими-то законными методами собираться. Пока это еще не запрещено до конца, просто обсуждать какие-то мысли, какие-то идеи, как нам возродить Россию, как нам освободиться от того, что нас просто ни за кого не считают. Каждый у себя на предприятиях может собираться в какие-то ячейки, в группы людей. Шаманов с этим. Вот еще одна бабушка. Люди хреново живут. Так этот... Зачем надо это? А почему люди хреново живут? Скажите, пожалуйста. Бабушка, а скажите, почему люди хреново Пусть живут? он идет лесом. Почему люди хреново живут? Скажите, пожалуйста. Пусть он идет лесом. Причем здесь шаман-то? Скажите, пожалуйста, при чем здесь шаман? При чем здесь шаман? Скажите, пожалуйста. А что? Ну, если люди хреново живут, то это шаман виноват или как? Да. Не надо этим заниматься. Где-нибудь пусть залезет в какую-нибудь нору и сидит. Да. Да. А мы все уже по норам сидим. Вот и когда у нас... Вы северяне? Нет? Я северянин, да. Так вот нас хотят там все эти самые... Все проценты снять, все, ну, А все кто? снять. Шаман? Не шаман. А кто? А шаман шел за того, чтобы освободить всех от процентов, от кредитов, чтобы люди жили в свободной стране. А теперь за то, что он это сказал, его собирается отправить в психушку. Понимаете? Послушайте, поднимите маленько мне. Это самое. Спасибо. Так, что хотела сказать. Собирается отправить в психушку, собирается посадить, потому что он имел смелость сказать этой власти, что он изгнать хочет их оттуда. А я понимаете? Прихожу, то мы говорим вообще напрямую. Вот вы видите, молодцы. Говорю, уходите из России, говорю, вот так берут. Делать нечего, говорю, живите в Якутии, стряпайте все законы к дрени матери. Вот. Так а почему они не уходят-то? А потому что они вас не считают ни за кого, они шамана ни за кого не считают. Они никого ни за кого не считают, понимаете? А я считаю, что я выше их. Вот вы хорошо, что вы считаете, но опять же, вы идете в магазин, и как бы себя вы выше не считали, вам придется выкладывать ту сумму, которая у вас есть в наличии. То есть вы не можете взять что-то, то, что вам хочется, а именно то, что вы можете себе позволить, так? Так, вот я прочитала вот на днях, вот это самое, где там эти самые, ну, приезжали так нам, все это тут это, торговали. Там сгорел этот еще этот самый, ну, знаете, как их зовут-то? Нет, я не знаю, о чем вы вообще хотите сказать. Так вот, они жили очень бедно.
умирали от голода. Говорит, если это не вас увидели бы там. Скажите, где это? Я не знаю, я же не местный. Верблюды где там? А, верблюдов где сжигали, что ли, или что? Не, хочу А, вспомнить. где верблюды живут? На В какой букву- стране? На букву И, что ли, что-то такое. Бежали дети и просили у людей, приезжих. Мгм. А теперь у них уже ВВП ГИД-8 стало. Вот, видите, а потому что Вот, там и руководство теперь они про грамотное нас стало, говорят, что мы там это вот что мы в по- заднице сидим тут. по этим, по газетам. Мгм. Вот как там, как вот интересно, яйцо чем в газете пишут? Мгм. Яйцо надо щеточкой или просто пальцами помыть? Понимаешь, Да, да, да. что вот у нас ничего такого серьезного, а вот это. Понятно. А что- нам надо эти самые, да, потому что Москва у них отдельный, так? Мгм. Они сделали. Все, кто пляшет, кто там скачет, кто Вот поет, именно, вот именно. 6%. Вот вы разберитесь с этим, вот вы Так говорите, вот зачем они-то он тоже стоит. такой же. Мы-то стоим для чего? Вот именно, чтобы освободить от этого всего. То есть мы А собираем вот вы- людей, объединяться, Вот сейчас чтобы. говорят, что готовится кто-то там, не знаю. Вот вы на это идите, что я говорю-то. Завтра будет митинг, да. Вот так, самая бедная. Самая бедная страна, с самыми богатыми ресурсами. Вот так вот. А кто в этом виноват? Не шаман же Александр Габышев. Вот Нет, говорите, ну, что вы шаман-то стоите? Я не знаю. Вот именно, что потому что он шел за всех нас. Он зашел, чтобы освободить, чтобы собрать людей, чтобы начали люди думать, нет, слушайте, перестали смотреть телевизор. Слушать не будут. Так вы тоже не слушаете. Вот. Вы просто расскажите своим подругам, с кем вы живете, вообще что происходит в стране. Они вот смотрят это телевидение. Я с Авсентией хотела поговорить, она вроде наподобие меня тоже, Мгм. чтобы это врубиться. Вот именно. Надо Но не могу врубаться. попасть. А они, говорят, вроде готовят, что ли? Чего Да, много чего готовят. Нет. А вы не думали, что нужно систему менять? Там не только... Так вот именно, что нужно менять систему. А нас- чтобы ее нас менять, социалистическую. нужно нам как-то вместе об этом разговаривать, собраться и общаться на эту тему. А не сидеть каждый по норам. А, да, согласен. Так ведь? И потом сказали не так давно, я слушала по телевизору, в 4 странах убрали все вот эти, которые неоплаченные Мгм. кредиты. Да. Для людей сделали. Вот. А потому что для людей делают. А Так у вот нас, они- а у нас они-то- делают для своего они-то это собственного кармана. Те, слушают которые или нет? этим. Они слушают. А у них нету такой задачи, понимаете? А щас. я прихожу, У- говорю, мне говорю, придушить вас охота. А так всем охота. Они- А это уже преступление, понимаете? Ну это когда за душу. Хотя они, Когда хочу. они знают, что они совершают преступление, но они будут считать, что это с нашей стороны преступление, когда мы хотим придушить. Я вот ветеран войны, во-первых. Вот. Во-вторых, мне 86-й год идет. Вот. Вот. Я сейчас не стала платить за это самый капремонт. И какая у вас А? пенсия? Какая пенсия у вас, как у ветерана войны? Какая пенсия у вас, как у Да ветерана войны? мне пенсия небольшая. Я приехала после института, поехала в этот, на шахту с Жебелики Хая. Да. И больше 20 лет работал там. 72 рубля клад, воду носить, золу выносить, уголь носить. Вот. Там, ну, в общем, В городе, где есть газ. 72 рубля. Хотя муж- ветеранам-то могли бы хотя бы ветеранам вот провести газ в квартиру, да? Можно было это сделать за счет мне охота государства. задушить их. Вот. Это к многим хочется. Многие просто не понимают, многие верят телевизору. Телевизор-то, ну, смотреть-то надо тоже. И им Не смотреть. надо его смотреть. Телевизор, им там смотреть одно надо. вранье, понимаете? Они Много чего надо. просто вот здесь, в компьютере, в интернете больше правды можно найти, чем в Про телевизоре. интернет Телевизор, тоже говорят. ну, естественно, говорят, разное. потому что там много, да, всего и негативного, и плохого, и то, что меняет не в ту сторону людей. Но Ну, Федот мы же Атумусов, сами же можем знаете? выбирать ту информацию, которую мы там черпаем. Иду тут Мусова, знаете? Нет, к сожалению, нет. Знаете? Нет, а кто это? Ну, он в Москве. Мгм. Такой маленький там трепыхается.
Так вот я говорю, он имеет три этих хороших, ну, что сюда лепят-то? Он первый, второй, третий, этот самый, по угольному. Я вот хочу спросить, где он успел заработать три? Медали? А? Медали заработал? Не медаль, а орден. Ордена? Ордена. Так они у нас все и в правительстве сидят, там, как будто все ветераны боевых действий. Так вчера, Шойгу значит, там и так далее. вчера пишут, что этот самый Чичигинаров, Ага. теперь там уже заступается СН, туда-сюда, все такое прочее. А один, который жестоко убил жену, он сидел там, но он был в Султумена, ничего у него не было убрано, который умер сейчас. Вот так вот. Да. А какие, я говорю, Ну сейчас ладно. взять эти... Этот приезжал, андатор-то. Да. Андатор знаешь? Нет, к сожалению, не знаю. Ничего не наш, что ли? Ну, конечно, мы не местные. А. Мы приехали поддержать вот Александра Габышева, потому что его хотели упечь в психушку, в тюрьму. Президент наш, который в Москву сейчас укатил, Ага. он приезжал туда и говорил, у нас все хорошо. У нас 60-70 Ну, естественно. да. средняя, а сейчас вот по Ему всему нужно городу отчитаться, пройди. типа, они что-то делали. Так, для страны, Там просто, вот для это телевизора. Девочка с 3 детьми, без мужа, 5 Мгм. тысяч получает в месяц. Вот. Вы согласны с той информацией, или которую он там надо передает детей на кидать с телевизор? 9 с 19 этажа или самой. Ну, вот видите, Вот как так вот. происходит. Ну ладно, бабушка, здоровья вам. Держитесь, мы с вами. Вот так. Все наладится. Мы действуем, Так что как стараемся. Все. я с ними разговариваю вообще. Вот. А вот Да. это я пока... Ну, вы пока не понимаете, это просто один из таких протестных моментов в этой системе. Вы протест другой давайте. А какой другой А вот протест? который у нас будет... Собирается, кто-то мне вчера сказал, что собирается, видимо, что-то тут устроить, собраться. Не здесь, а будет на Что площади. с нас сдирают все. Будет, ну вот именно на эту тему и будет тоже митинг. То есть то, что садят невиновных людей в тюрьму, то, что, потому что они просто решили сказать свое нет этому, то есть изъявили свое слово, то есть свои мысли изложили касательно того, что происходит. И их за это садят в тюрьму или в психушку. Они сказали, что эти самые наши пенсионеры, это вторая нефть. Вот А- когда у них не будет, они дерут с нас. Они дерут уже. Вот. Да, мы все тут для них как в качестве придаточного материала Я говорю, просто. шкуру с яйцами сдираете, говорю, вообще. Ну, просто для них ресурс, а не люди. Надо что-то делать. Я говорю, вы как будто примороженные люди, что ли, здесь? Вот именно. Вот мы и стоим здесь, в этом морозе, и стараемся каким-то образом как-то повлиять на мысли людей. Вот вы видите, не понимаете, что, о чем они здесь не есть. отреагируют на это дело. Так естественно, а мы не их будем. Они и для них не достучаться. Мы будем людей, понимаете? Люди, чтобы начинали включать мозг, начинали смотреть то, что действительно как происходит, какие вещи в стране происходят. Прошу прощения, ребята, тут у меня опять кончилась батарейка. Хорошо, у меня есть запасная, вчера купил, поменял батарейку, переставил, сейчас работает опять, на какое-то время хватит. Нет, шаман на митинг не пойдет. Почему не пойдет? Ну, он, во-первых, по подписке о невыезде, ему лишние эти движения вообще запрещены, по сути. Начнется еще больше. Да, бабушка молодец. Да, старый смартфон. Ну, 17-го года, в принципе, не такой старый. Он не виснет, он просто батарейка у меня села. У меня была сейчас запасная батарейка, вчера купил на китайском рынке.
за 500 рублей. Одну купил, она не принимала зарядку вообще. А вот потом приехал к ним, поменял ее. У них сразу проверил, зарядка идет, все. Зарядил обе батарейки, и вот они у меня с собой. Хотя подключен напрямую Powerbank. И все равно телефон выключается, потому что замерзает на улице. Привет, Федор. У Тихого трансляция завершена. Брат, я вот